переходим к увертюре Эгмонта. Я напоминаю, что из трех великих инструменталистов Гайдна, Моцарта, Бетховен единственный из них записан в драматической музыке, театральной музыке. Моцарт и Гайдн не занимались. Пожалуй, первый из великих музыкантов, который писал музыку для театральных и драматических спектаклей. Хотя, на мой взгляд, в этом деле он успешным не был, потому что, например, сделать драматический спектакль отдельно практически ничего не звучит. Но, может быть, кто-то из вашей школы играл, скажем, песню Гретхен из Эгмонта. Иногда ее играли скрипачи, от этого Цепитер в школе играл с ними. А так, по сути, он, создавая такую музыку, был симфонистом. Поэтому самое яркое, что в этой музыке оказывалось, у него каких-то тренировок, это увертюры. Он считал нужным писать драматические спектакли увертюры. Вот увертюры его великие, я их называл каждый раз. Говоря иначе, его увертюры, являющиеся сегодня отдельными самостоятельными произведениями, были вообще-то задуманы как вступительная музыка к спектаклю. Написал он как настоящий автор симфонии. Вот почему увертюры живут сегодня. Это мощная музыка, яркая музыка, богатая, которая понятна без драмы, без сценического действия. В этом прости живут. Но дело в том, что в основе этих произведений, как он обращался, лежат великие произведения драматургии. Это Эгмонт, Кориолан, к примеру. И Бетховен считал своим долгом, создавая увертюры, дать в них обобщенный образ этих драматических произведений, обобщенный образ героя. И положил начало программному симфонизму. Программную музыку для него писали. Есть программные концерты у Вивальди, у Корелли, программные произведения много сочиняли французские клавесинисты или клавесины, англичане сочиняли, британцы вернее. Тоже Себастьяна Баха есть капричи на отца брата. Но вот симфоническая музыка отцом программных произведений является Бетховен. Запомните, выражение, что есть музыка программная и непрограммная. Непрограммные все прочие, симфонии 3, 5 и так далее. 104, 40, 41. Программная — это та, в основе которой лежит либо текст, замысел, написанный словами композитором и прилагаемым к сочинению, либо какое-то знаменитое произведение, драматическое, прозаическое, поэтическое, которое известно образованной публике, и которое, слушая произведение с таким названием, сразу же представляет воображение эти события, эти героев, их отношения. Но представьте, вы слушаете увертюру Гамлет, а есть такая у Чайковского. Если вы что-то знаете про Гамлета, и, может, даже читали его, они только велики на картине, их немало, то, естественно, вам будет легко понять, что там происходит, кого показывают. Так вот, начал делать Бетховен. Бетховена, который по натуре, помните, он был бойцом и борцом, привлекали мощные волевые личности, герои, совершающие поступки, идущие на риск, приносящие себя в жертву. В этом смысле он был настоящим гражданином. И привлекали особенно личности яркими, заурядными, которые он сказал в прошлом. Поэтому он написал, например, балет Прометей, вернее, творение Прометея. Вот. А мы, господа, все Прометею должны. Думаю об этом и потому что не дал бы он нам огонь, не стали бы мы людьми. Без огня ничто. Дальше. Кориолан, римский полководец, совершивший подвиг ради своего родного отечества. Эгмонт. Когда он искал источники вдохновения, то обращался к незаурядной, к великой драматургии. И вот музыка к спектаклю Эгмонт написана на основе знаменитой трагедии Вольфганга Гёте, одного из величайших, а может быть величайшего германского поэта и драматурга. Чтобы лучше понять эту увертюру, вот здесь, видите, вот эти тетрадочки, мне их можно только одни, потому что больше нет. А здесь музыка спектакля. Здесь много чего. Здесь 10 номеров, увертюра, песня, антракт, антракт, песня, антракт, антракт, песня, смерть Клерка, мелодрама, победа и симфония в конце. Вот из этого, кроме песни Клерка, ничего не исполняется. Так, отдельно. Только увертюра. Не надо, два экземпляра. Так вот, значит, увертюры. Его привлекла личность графа Эгмонта и вообще вся эта история. А история такая. Я напомню, что была такая страна, но она есть Нидерланды, она была другой. Сейчас она появилась на Бельгии, в Голландии, раньше была отдельной страной. Но она была частью Испанской империи. Так что получилось, что нидерландская герцогиня вышла замуж за испанского инфанта,
Но это стало общим имуществом, так испанцы получили эти владения, очень богатые. И нидерландцы боролись за независимость, боролись долго и упорно. Испанцы подавили железом и кровью. Их бунты, восстания, это длилось не одну сотню лет. А те оказались очень упорными. И вот, дай бог памяти, в 16 веке возникло еще очередное восстание. И возглавили его аристократы, элиты нидерландского общества, графы. Среди них был Гор, граф Эгмунд, граф Эгмунд и другие. Испанцев донесли, они схватили вождей, они их жестоко пытали, добивались отречения, признания. Те упорно стояли своем, оказались крепкими людьми. Их, естественно, казнили потом, но вот то, что их казнили, вожди и народ их уважал за эту смелость, это пролило масло в огонь, и потом оставили снова силы спокойно. Все это кончилось в 17 веке, когда, наконец, испанцы признали, что да, они не могут больше удерживать. Есть такая картина была снята, сдача Бреды. Это там, где испанская армия сдает крепость нидерландским войскам, и тем самым признают, что она уходит из Нидерландов, давая свободу стране. Итак, тут, значит, есть заговор, интриги, есть тайные совещания, есть поимка, суд, пытки, казнь, все это есть. В драме есть. У биткоина этого ничего нет, потому что биткоин создал особый вид программного симфонизма. А теперь, господа, запомните. До сих пор придумали только 4 вида программного симфонизма. И первый из них вот как раз придумал Людвиг ван Бетховен. Так называемый обобщенный, простите, я неправильно выразился. Есть симфонизм сюжетно-повествовательный, и есть, еще раз простите, не симфонизм, программность сюжетно-повествовательная и сюжетно-обобщенная. Сюжетно-повествовательная программа предполагает последовательное и подробное изложение событий. Вот они собрались, вот они встретились, вот они произносят речь, вот рвается дом, значит, стража испанского, вот и схватывает. Это будет сюжет-повествовательная. А есть сюжет-обобщенная. Приведу другой пример. Вот вы сдали экзамен чернику, пришли домой и говорите маме, папе, подруге, другу. Вот я пришел в колледж, сел, взял билет, номер такой-то, стал писать, подошел, отвечать. Это будет все подробно, это будет сюжетно-повествовательная программность. В другом случае приходите, ну что, сдал? Сдала. Как? 3, 4, 5. Это будет программа сюжетно-обобщенная. В общем, коротко, ясно, главная суть. Тут биткоин такую программность придумал. Так. Ну и держит третий вид программности. Третий вид называется картина. Кстати, биткоин тоже его придумал, потому что симфония номер 6, пасторальная, это образец картинной программности, где не события показаны, а картины природы, картины жизни. И после биткоина в 19 веке романтики будут усиленно развивать программную музыку вообще, и сюжетно-повествовательную, сюжетно-обобщенную, программную, кто во что гораздо. Появится тысячи программных произведений, но биткоин положил тому начало. Итак, здесь суть. А в чем суть Эгмонта? Не в том, что конкретно Эгмонт, заговор, тайна, а в том, что один народ, нидерландцы, борется под угрозой испанцев. Первые жертвы, вторые угнетатели. Первые мечтают о свободе, а те их подавляют кровью, жестокостью, насилием. Вот эту суть в обобщенном виде биткоин показывает в этой увертюре. Поэтому нужно показать испанцев, с одной стороны, кто они, потом показать нидерландцев, потом показать борьбу между ними, тоже обобщенно, а потом показать исход борьбы, чем кончилась игра, кто победил. Ну, в конечном счете, во время биткоина было известно, кто победил, что прошло 200 лет после этих событий. Так как нидерландцы хотят, долго упорно боролись. Вот эти события показывают. Поэтому здесь нет частности, подробности, здесь нет образа конкретно Эгмонта. Важно не это, а он лишь одна из вещей его. Важна вот эта борьба. То есть его привлекало то же, что когда-то привлекало в оратории Генделя. Там борьба, здесь борьба. Там борьба угнетенных против захватчиков, здесь то же самое. Но тот Гендель показывал в ораториях, где есть поэтический текст, где есть пение, где есть толпа вот хора, одного хора, другого. А здесь инструментальная музыка. Итак, эта увертюра написана в сонатной форме. Это не новость. Сотни увертюр в сонатной форме. Что необычно? Огромное, преогромное вступление в увертюре. Таких можно поискать и не найдешь.
большая кода. Огромная кода. Вступление просто большое. Вступление всегда подход к чему-то главному. У него уже во вступлении главное. Понимаете? Ему нужно показать многое. Один народ, другой. Столкновение нужно, не борьбу. Ему не хватает рамок, соратных форм, экспозиции. Поэтому что он делает? А вот как, в чем там можно сравнить? В общем, если не хватает у вас места в холодильнике, вы кладете еду в сетку или в мешок и за кошку вешаете. Примерно так поступает Бетховен с увертюрой. Не хватает места в экспозиции соратной формы, он все это за окошко, он все это во вступлении перетаскивает, что не уложилось здесь. Поэтому в вступлении уже показаны две темы. Тема испанцев, образ испанцев, тема нидерландцев. Он показывает два народа. Это необычно. Так никто не делал. Всегда основной материал, основные темы были в основной части, в экспозиции. А вступление — подготовка к этому. А здесь вступление уже представление героев, кто есть кто. Но герои не отдельные люди, а народы, нации. Дальше. Кода не только большая, что уже необычно, кода необычно очень. У десятков композиторов в коде возникает музыка, материал, темы, которые звучали до этого уже в самой сонатой форме. Мы их слышали раньше, и вот они опять пришли. Другими или теми же не пришли. Здесь Бетховен в коде дает новый материал, новый музыку, который не было прежде. Для нас это все приз удивления. Так. Сейчас немножко перетащу ваши файлы заодно. Билетики. Ладно, запрещу. Так, ну придется вам, свои господа, это в прикуску приглядку. Экземпляра только два. Итак, вступление. Напоминаю, произведение в 1810 году. Тональность фа минор. Итак, первая тема, воплощающая образ Испании. Испания тогда была, может быть, сильнейшей державой Европы, во-первых, самой богатой, ну и самой жестокой, самой католической, самой религиозной. Испания стала оплотом католицизма. В Испании создали инквизицию страшную, и там они дольше всех процветали, именно в Испании. Испанцы хотели, вот такое понятие в Европе, испанский стиль, 15-16 веке. Они одевались все черное. Единственное, что было черное, это белые белоснежные кружева. Так одевались испанцы, в отличие от французов, англичан, немцев и прочих чехов и итальянцев. То есть мрачная страна, символ средневекового чего-то пугающего. Так вот, эту мрачность легко создает здесь. Вот такой долгий движок вначале. Все застыло. А дальше тяжелые, давящие аккорды, нижний регистр, медленное движение. И чтобы напомнить, там, это Испания, он вставляет с пультитом сарабанды, испанского танца, танца шествия, танца мрачного, скорбного. Вот. А дальше появляется новая тема, грустная, печальная, жалобная, тема, воплощающая нидерландцев, гнетаемый народ. Еще раз. Обратите внимание, музыка испанцев в танцевальном ритме сарабанды в гомофонном складе. Музыка нидерландцев, мелодия песенная, склад, полифонический, никакой танцевальности. И еще раз сопоставляю эту тему. Но теперь же короче тема испанцев. И опять. Новая красивая тема, и когда слышишь музыка, это место в увертюре, во вступлении, все впечатление. Такое ощущение, что перед нами предстоит картина разгорающегося остального. Внизу древла.
взволнованные, все были порывистые музыки, через вступление. Кончилось. И вот только теперь с ремарки Аллегро начинается собственная экспозиция, главная партия. Напряженный, отчаянный, и вот появляется новая тема. Главная партия, главная тема борьбы, напряженная, отчаянная. И дальше... И из этого же мотива возникает музыка драматическая. Уже накал колоссальный. А потом он еще раз проводит эту тему, главную тему. То есть он даже уже здесь, в главной партии, одну тему проводит дважды. Он делает не то, что дважды проводит, а проводит дважды и меняет облик. Вначале он звучит еще жалобно, отчаянно. Когда появляется нов, громко, сильно, требовательно. У оркестра все, оркестр тут, говоря по-итальянски, фортиссимо, верхним регистром. Так, прозвучало. И кончается уже главная партия. Музыка, сказал бы, героическая. Вот. Из фа-мажора перешла в мажор. Просветление музыки, предчувствие радости, ликования. И вот побочная партия. А это уже музыка. Музыка ликования. Здесь возникает танцевальность, мажорный лад и, самое главное, бодрость, радость. Неожиданная и красивая модуляция, и вдруг услышите ласковые, нежные. И вот как вспышка радости, прозрения. Все. Мы знаем, в чем дело, мы знаем, как победить. Закончилась побочная партия, заключительная. А это уже сплошное ликование. Экспозиция, вспомните, от жалобы, печали, отчаяния, победе. Драматическая разработка, где сталкиваются эти темы, прозвучала разработка, прозвучала реприза, как положено. Так. А теперь, господа, чтобы вы оценили Бетховена. Во-первых, вторая большая кода, во-вторых, кода на новой теме, в-третьих, размеры кода. У Бетховена, сейчас показываю, потому что не у всех у вас есть. Итак, смотрите. Вот это вступление. Одна страница. Вот здесь она завершается. Вот начинается главная партия. Здесь она кончается. Побочная партия. Заключительная партия. И дальше разработка. Разработка звучит. Так, сейчас. Мы с головой не все виды, к сожалению, переверну. Вот здесь ремарка. Аллегро, комбрино. Правильная ремарка. Так вот это кода, который видится больше, чем главная партия. Вот его. Она видится больше, чем любая партия. Видится столько, сколько видится вся экспозиция. Почему? У него здесь кода – это картина окончательной победы. Поэтому это музыка ликования. Но чтобы показать нам силу, яркость чувства, которую испытывают герои этой драмы нидерландцы, Бетховен будет новую тему, которую здесь раньше не было. Итак, я напоминаю, что до этого метр музыки был трехдольный, в коде был другой темп, другой метр четырехдольный. И тональность, вернее лад. Мы ждем-то фа минора, фа появляется минор, а мажор. Как вы знаете, в западной музыке мажор связан с положительным. Поэтому здесь, поскольку победа, и появляется новая тема. Теперь, как этот ликующий характер Бетховена?
Во-первых, любимые требовал октав. Взлетающие такие ходы. Они звучали в области заключительной партии. Так, это первое, слушайте. Так вот, такие потом приемы, выражение ликования будут использовать все композиторы 19 минут, показать радость, вспышку радости. И вот, пришло оно. Но и это еще не все. Вот эту кусочек, сказал, яркий, по сути, в коде вступления к основному. А что основное? А потом появляется музыка. Ее играют духовые инструменты. Значит, как фанфар, вот она играют. Под подкладочки из стрельных аккордов. Все в порядке. Пушки палят, барабаны бьют, трубы играют. И это еще не все. Дальше появляется новая тема. Как будто выходит радостная процессия, люди кричат друг другу. Страница 13, последняя вот значит, новая тема. Тема, напоминающая народные плясовые набережные по иностранному танцу. Веселая, бойкая, радостная. Вот. То есть здесь и торжество, и веселье, шутка, радость. Так, и под самый занавес, последний буквально 5 тактов, звучит уже музыка с военным ритмом. Марша победного, триумфального. Вот такой конец. А теперь вспомните, как начиналась увертюра. Какой музыка мрачный и скорбный. И оцените путь, который Бетховен здесь проделывает в музыке. От скорби, суровости, мрачности к ликованию. Потому что Бетховен большой мастер образного преображения. Я выражаюсь по-иностранному трансформации. Помните начало? Жесткая давящая сила. Так, ну а теперь давайте послушаем. Это шедевр. Высмеивать не нужно. Так, сейчас откроем. Итак, Бетховен, Эгмонт. Вторая тема. Я обращаю внимание еще на эту важную вещь. Не только у них разный характер, то есть возникает контраст, настроение, образный национальный контраст. Заметьте, громко, тихо, гомофония, полифония об этом говорит. У первой темы нижний регистр, суровый, у второй темы высокий регистр. И еще в первой теме загорает только струнными, а вторая духовыми деревянными, среди которых солирует добрый низкий род, дающий мысли особенно жалобный оттенок. Теперь слушаем дальше. Это все еще вступление.
мое выступление сейчас ворвется экспозиция. Главная партия. Реприза. Туда. Ты не говоришь, ищи. Вот, начинается вот волнение.
моменты так, ну а теперь у нас осталось 6 минут, и я могу тоже сказать, что под ним не было вздохов, ахов, спустя 5 дней. На экзамен студент не допускается без защиты книжки. Или выражаясь по-старинному, как говорит в университетах матрикула. Это латинское слово. Второе. Если вы опоздаете, то вы прослушали часть аудиотеста. И хоть и придете на последний номер, это уже будет ваш самый. Например, будет 20 отрывков, пришли на последний, не узнали, соответственно, получите оценку за аудиотест. Подставите себя. Третье. Оценка экзамена складывается из оценки за аудиотест и оценок за устный ответ. Первое является ведущей. Говоря иначе, если плохо знаете мозг, у вас не будет положительной оценки за экзамен. Это стандартный подход. Курс музыкальной литературы. Поэтому, когда вы приходите, вы послушали аудиотест, я собрал ответы, я сразу же проверяю, вернее, проверяю, пока вы готовитесь. Выставляю оценки. Затем вы отвечаете на первый вопрос, на второй. Я ставлю оценку за первый, ответ за второй. И складываю делю. Получается оценка за устный экзамен. Потом эту оценку за устный экзамен я складываю с оценкой за аудиотест. И делаю две части. Вот и получается ваша оценка за экзамен. Третье. На подготовку дается всем вам. Вообще-то полагается 15 минут. Но мы в колледже традиционно даем на это полчаса. На ответ только 15 минут. А за 15 минут вам нужно дать ответ на два вопроса. То есть, если вы будете растекаться мыслью по древу, долго мекать, нукать, чесать затылок, поднимать голову к потолку, смотреть в окошко, ради Бога, 15 минут кончилось, ваше время истекло. Сказали одно слово или 15 слов, или ни одного. Значит, 0 баллов, вы отдыхаете. Третье. Если вы сдали плохо или не сдали, не хлопайте дверью, она не ваша казенная, не вам подчинять ее. Расходы колледжа. Учитесь властвовать с собой, сказал Евгений Татьяне после последнего любовного свидания. Надо уметь проигрывать с достоинством. Только случай забавный, грустно не будет смотреть, как не теряли лицо. Не теряйте его, пригодится. Дальше, если вы не сдали, я надеюсь, что все дадите, но я об этом предупредить. Никаких разговоров о том, болит Владимирович, когда, а не когда. В том смысле, что во время экзамена никто из экзаменаторов не будет это обсуждать. Выкрадет время экзамена, выкрадет время остальных. Поэтому взяли книжку в руки, пошли несолоно хлебавши домой, потом, и после экзамена не ко мне, после экзамена в учебную часть заявление. Я такая-то, такой-то, желаю пересдать. Если вам дозволяют пересдать в эту сессию, вот тогда с этой разрешением пересдачи приходит ко мне, выбираем день и время. Ну и кроме того, господа, сразу скажу, что если студент Иванов пришел один, значит другие не сдали, я одному не буду время и день назначать. Непродуктивные расходы времени и денег колледжа. Поэтому, когда значит, все пришли с этими, я говорю, такой, господа, вот такой день устраивает, чтобы вы все пришли в этот день пересдавать. Итак, пересдача только совершенно учебной части. Разговор об этом только после экзамена, не во время экзамена. Отрицательные оценки в зачетную книжку не ставятся. То есть не сдали, его просто возвращают. Ставится положительная оценка. Но и положительную оценку вы имеете право пересдать. Например, вас не устраивает тройка, вы хотите девятку, ради Бога, подаете заявление. Так, теперь, дальше.
Если я уверен, что вы пользуетесь справочным материалом, выражаясь деликатно, а, грубо говоря, списывают, я имею право а. С вас с экзамена выдворить, б. Дать вам новый вопрос, вернее, новый билет. Третье. Если вы взяли билет, посмотрели, и он вам очень не понравился, это ваше законное право. Вы можете попросить его заменить. Вы сообщите мне об этом, кладете билет стала сюда, берете новый. Ради Бога. Напомните, за все приходится платить. По пятибалльной системе это сразу же минус 1 балл от вашей общей оценки. Поэтому если третий даты на второй билет взятый, у вас будет двойка. Так, советую, когда отвечаете, смотрите на часы. Итак, у вас 15 минут. 7 минут 8 минут. Или 8 минут 7. На тот другой вопрос. Надо все успеть. Если я замечу, что вы говорите как пописано, я заподозрю, что вы списаны. Потому что вашу речь я уже примерно знаю за семестр, как вы можете говорить, какими словами. Так, кроме того, сейчас минуточку. Да, когда будете писать аудиотест, пожалуйста, пишите разборчиво, чтобы я ваши описки не переносил ваши ошибки. На исправление времени не будет. Не будете переписать ответ. Вот время прошло, 30 секунд уточнения, я собираю ответ. Сдали вы, вернее, сделали, не сделали, это уже будет ваша работа. Так, теперь, очень советую, проверено собственным опытом. Выспитесь перед экзаменом. Все эти ночные знания, это скороспелый товар, скоропортящийся. Вот. Вы эту чашу расплескаете, эта научка забить сюда. Вот. Но голова не будет способна ни на что, соображать не будет. И все. Сам вот таким, как быть, хитроумным. Ночь не посплю, все вызубрю. Не поспал, другой третий. Ну что думаете, да, хорошо. Ой, как. Вот. Если не верите, дело ваше. Проверите на себе. Ставьте опыты. Хозяин барин. Это ваша жизнь. Так, про это я сказал, про это сказал. Теперь. Да, вот еще. Никаких толстых портфелей и сумок сюда, забитых конспектами учеников, носить не надо. Здесь им ученики будут не нужны. Поэтому справедливости, ради Бога. Я потребую взять вот ваши портфели и сумки и поставить сюда. У вас, например, лист бумаги 2, 3, если вам нужно будет, и ручка. Все. Последнее. Когда зайдете, первое, что сделайте, не сесть на любимое место, положить свою зачетную книжку. Нет зачетной книжки, нет сдачи экзамена. И последнее. Сидите, будете каждый своим столом, и здесь, после аудиотеста, будет не все, сколько у вас, 12 человек, а 5 человек. Первый вышел, заходит 6. Второй вышел, заходит 7. Так что остальные будут там. Дочитывать последние несвежие знания. Ну, господа, теперь до встречи в понедельник. Нет, всего хорошего, желаю удачи.